Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 13 ноября. Это у нас понедельник. Смотрим мы с вами на пасьянсе. Все знаки зодиака. Но смотрим в двух частях. По 6 знаков будет в двух видео. Это первая часть. Овны. 13 ноября, понедельник. Так, смотрим. Кровать выпадает. Первое событие. Интимная связь. Или если еще первое событие или последнее, может быть, не хочется с утра вставать в понедельник. Не хочется никуда идти. Так, мешок с деньгами выпадает еще. Дружба. Сердце. Мечи. Конфликт. Угу. Рыба. Скользкое дело. Возможно, вот конфликт будет из-за этого. Нерешенные вопросы, победа. Знаете, как может быть, допустим, какой-то вопрос не получается решить, да, то есть вам говорят, сейчас мы, да, тебе вот каким-то там образом, да, обходя какие-то пути и законы, мы тебе сейчас поможем, да, то есть получить результат. Но потом это плохо закончится. Поэтому, если что, не соглашайтесь. Там есть какой-то подвох. Так, здесь нет. И есть еще солнышко, радость. Значит, смотрите, что у вас выпало на понедельник. Интимная связь, кровать, общение с друзьями, переписка, какие-то финансовые вопросы могут решаться в этот день. Дальше может быть скользкое дело, конфликт, нерешенный вопрос, победа и радость. То есть с одной стороны, да, то есть один какой-то вопрос не решается, но при этом есть еще и какая-то победа. То ли это будет два разных, да, вопроса, либо, как я вам и сказала, да, то есть нерешенный вопрос вы решите победой для себя, но это будет сделано через какую-то хитрость. Ну, либо через конфликт, да, знаете, как силой заберете свое. Может быть так. Ну и радость еще выпадает. Вот такая информация для вас. Не забывайте смотреть еще по знаку асцендента или знаку Луны. Да, то есть сравнивать прогнозы. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Смотрим тельцы. 13 ноября. Понедельник. Тельцы. Мешок с деньгами. Первое событие. Надежда. Подсвечник. Конверт. Получение. Деловой разговор. Может быть, деловой разговор в переписке будет. Вот могут вместе так проиграться. Или в деловом разговоре вы что-то для себя получите. Какой-то документ, справку. Может быть, важную информацию. Нерешенный вопрос. Цепь. Ссора небольшая. Угу.
Так, проверяем. Строго смотрим горизонтали и строго вертикали. Крайние карты. Победу нельзя, потому что эту карту я не могу положить вот сюда. Смотрим. Значит, здесь нет. И здесь есть вот дружба. Видите, по горизонтали есть дружба. Теперь вертикали проверяем. Нет. Ну, потому что карты нет, нечего сравнивать. Нет, 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 нет совпадений. Получается, у вас в этот день, у вас, кстати, вот многие события, да, 3, по-моему, события, похожи, как были у Овнов. Поэтому обратите внимание, если вы по знаку Солнца Телец, а по асценденту Овен, то события, которые повторяются, они, да, вот могут проиграться. Значит, смотрите, что у вас выпало. Деньги, то есть какое-то будет событие, связано с финансами в этот день. Надежда, общение с друзьями, деловой разговор, получение, небольшая ссора и нерешенный вопрос. Ну вот такая информация для вас. То есть у вас какой-то вопрос в понедельник не решится. Ножнички очень далеко друг от друга. Так что вот такая для вас подсказочка. Сильно не расстраивайтесь, да, то есть все равно рано или поздно все решается. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Смотрим близнецы. 13 ноября, понедельник. Знак зодиака Близнецы. Покажите мне, что будет, какие события будут происходить. Бокал, первое событие. Проверяйте вместе со мной. Если вдруг я что-то пропускаю, увидите, то у вас будет проигрываться. Друзья. Общение с друзьями. Пустые разговоры, болтовня. Да, вот может быть, болтать будете. И еще есть верность. Лебедь. Так, сейчас теперь с вами проверим горизонтали и вертикали. Горизонтали нет, вертикали проверяем. Нет, 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 нет. И здесь есть корона. Корона показывает общение с каким-то очень важным, очень влиятельным человеком, да, наделенным властью. Так, значит, теперь смотрим. У вас выпало 5 событий. Первое событие. Застолье может быть в этот день. Ну, это не обязательно какой-то пир или банкет. Да, то есть иногда это просто где-то пошли, посидели с кем-то в кафе, в ресторане. Да, то есть тоже может как застолье проигрываться. Общение с друзьями. Может быть, вот с друзьями пойдете. Да, то есть друзья, застолье, пустые разговоры, болтовня. Верность, гармоничные отношения в паре. Возможно, какое-то событие в паре, которое вы будете отмечать. Ну, либо парой будете отмечать. И корона показывает, что вот будет также еще разговор с каким-то очень серьезным, влиятельным человеком в этот день. Ну, это не всегда прям, знаете, кто-то прям, ну, супер влиятельный. Иногда это просто учитель в школе. Да, то есть это просто человек, наделенный какой-то властью. Поэтому тут вот не всегда это кто-то прям такой, знаете, там, премьер-министр, да, то есть какой-нибудь или мэр. Это иногда вот и обычная воспитательница, да, у которой власти больше, чем у мэра. Так, хорошо, смотрим дальше раков. Ой, не сказала, обязательно проверяйте по знаку асцендента еще и луны прогноз и сравнивайте. А теперь смотрим дальше, раки. Раки.
13 ноября, понедельник. События для раков. Рыба. Первое событие. Это скользкое дело. Удача. Может быть, вам повезет, да, то есть вы как-то выкрутитесь из этой скользкой ситуации. Колокольчик нельзя. Ожидание, корабль. Дорога. Ожидание в дороге или ожидание этой дороги. Бывает, например, если вы едете на поезде, на автобусе, да, то есть ждете прибытия. Змея. Общение, контакт со змеей. Может быть, знаете, что дорога вместе со змеей, с человеком по году рождения, например, змея. Еще иногда змея показывает сложную дорогу, когда она такая, знаете, вот непростая. И якорь. Кстати, якорь — это прибытие, может быть. Да, вот дорога, прибытие. Так, проверяем горизонталь, вертикаль. Строго. Неприятность нельзя. Ну, я не вижу горизонталь, вертикаль, я не вижу совпадений. Значит, что я нашла у вас в этот день? У вас выпадает скользкое дело, поэтому, ну, то есть это событие предупреждения для вас. Кто-то может вас заманить в свои сети, поэтому будьте осторожны. Удача на вашей стороне. У вас будет ожидание, поездка, какое-то событие связано с финансами в этот день. Общение со змеей, то есть это с человеком, у которого острый язык. И якорь — это прибытие, я думаю, в вашем случае. Ну, либо якорь еще показывает, выпадает тогда, когда мы в каком-то месте проводим много-много времени, там 3-4 часа, 5. Ну, допустим, если мы говорим о дороге, может быть, вы в дороге будете очень долго ехать, как вариант. Так что вот такие события для вас, раки, на понедельник. Также не забывайте смотреть прогноз по знаку асцендента и знаку Луны и сравнивать события, которые повторяются, допустим, в знаке Солнца и знаке асцендента, ну, имеют больше вероятность сбыться. А мы смотрим дальше. Львы у нас идут. Львы. 13 ноября. Левушки. Понедельник. Какие будут события у львов? Покажите мне. Победа. Первое событие. Флаг. Вас ждет победа. Приглашение. Удача. Подкова. Печаль, колодец.
Гости. Чашка. Проверяем с вами горизонтали, вертикали. Строго по горизонтали сначала. Ну, я не вижу. И строго по вертикали. Вот смотрите, по вертикали есть подарок. Получение, отправление подарка. Подарок, презент, сюрприз какой-то. Ну, здесь нет. Значит, какие события у вас? Победа. Может быть, вот за победу вам дадут какой-то подарок. Ну, в общем, победа будет у вас. Приглашение, удача. Опять же, удача сыграет не последнюю роль, возможно, в этой победе. Удача, подарок, гости. И почему-то выпадает негативное событие. Это очень сильное разочарование, печаль. Да, то есть колодец — это какие-то очень глубокие такие чувства негативные, сильные переживания. Еще новость нашла, пока рассказывала. Получение новости, информации. Я как бы не вижу. Все события вроде бы хорошие. Почему у вас эти переживания? Ну, мне сложно сказать. Может быть, в гости приходит кто-то, да, кто вам не нравится. Может быть, подарок, который вы получите, да, то есть тоже вот не сильно понравится. Тут сложно сказать. Но карты показывают, что вы можете быть в этот день, да, то есть очень чем-то опечалены. Вот такая информация, львы. Благодарю за внимание. Напоминаю, что смотреть можно также еще по знаку асцендента и знаку Луны и сравнивать события. Если есть повторение, да, то есть тогда вот большая вероятность, что событие действительно произойдет. А мы смотрим дальше. Девы. Переходим к девам теперь. Так. 13 ноября. Девы, понедельник, события дня. Печаль. Сильные, глубокие какие-то разочарования. Ключик. Все в ваших руках. Ну, правильно, от вас зависит, да, то есть как вы реагируете на какие-то ситуации. Ключ — это еще умение найти выход. Да, то есть вот когда что-то происходит, что меня расстраивает, по ключу я всегда могу эту ситуацию исправить. Хорошие новости. Бабочка — это деловое общение, деловой разговор. Подсвечник, надежда. Чашка, гости. Будильник. Надежда на то, что успеете. Новость. Весть какая-то. Так, и здесь я не вижу. Теперь смотрим с вами строго горизонтали и строго вертикали. Проверяем, что смотрим, что у нас здесь. Конверт нельзя. Ну, здесь нет совпадения. То есть у вас по горизонтальным, вертикалям я ничего не нашла. Значит, смотрите, что есть в периметре. Сильное разочарование, печаль. Может быть, из-за времени. Из-за того, что где-то что-то не успеете или будет как, ну, что-то собьется по времени в этот день. Будильник всегда показывает, что все идет не по плану, да, то есть как-то вот смещается все. Может быть, из-за этого будет разочарование. В общем, вас ждет какое-то разочарование, печаль. Вас ждут хорошие новости в этот день. Информация, открытые двери, возможности.
деловой разговор. Возможно, деловой разговор будет на определенное время. Надежды вы возлагаете какие-то на этот день. Надежды, проблема со временем и гости. То есть у вас получается из минуса, событий много, из минуса 2. Это печаль, что-то вас расстроит, и проблема со временем. Поэтому правильно рассчитывайте время. Возможно, давайте себе больше времени на какие-то события, потому что там могут быть нюансы, неожиданности, и вы будете потом вот не успевать. Так что вот так. Благодарю за внимание, девы. Напоминаю, что смотреть можно также еще по знаку асцендента и знаку Луны, да, то есть и сравнивать прогнозы. И вот если какие-то, допустим, события будут совпадать, то есть вероятность, что они произойдут, да, вот с большей долей вероятности это будет. Перехожу дальше к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку оставлю под этим видео внизу в описании. Жду вас во второй части.